Западные страны признают, что у них есть закон об отчетности НКО, НПО, но при этом они выступают против того, чтобы подобный закон работал в Кыргызстане. И тут возникает резонный вопрос: почему такие двойные стандарты? Почему некоторые послы западных стран в Кыргызстане, таких как Франция и Финляндия, открыто выступают за то, чтобы данный закон не вступал в силу, при том, что в их странах он исправно работает? Послушайте их, то они явно сами себе противоречат. То есть в их странах должен быть порядок, и они его поддерживают, а в других государствах пусть царит беспорядок. Так получается. Кыргызстан избрал путь открытости и прозрачности. Чем Кыргызстан хуже тех стран, которые стремятся к национальной безопасности государства? Очевидно, что стремление государства сделать работу НПО структур более прозрачной не будет поддерживаться ими самими, потому что этот принцип даст понять, откуда берутся их деньги и на что тратятся, помогут отделить полезные организации от вредных. Представляем вашему вниманию ответы послов. The new law on non-commercial organizations, which was adopted by the Jogorku Kenesh on 17th of June, raises some concerns. Новый закон, который был принят Жогорку Кенешем 17 июня, вызывает у нас обеспокоенность. Mr. President, please be informed that we would appreciate very much all the European Union member states and, of course, the European Union institutions in Brussels if you would be able to ask the Jogorku Kenesh to reconsider the current text, which has been adopted on 17th of June. Господин президент, я бы очень оценил, если вы могли бы, если мы от имени стран Европейского Союза и членов Европейского Союза, а также институтов Европейского Союза, чтобы вы попросили Жогорку Кенеш пересмотреть этот закон, который был принят 17 июня. I have to say we were very happy to see how you have reached out to civil society of Kyrgyzstan these later months. Я должен сказать, что мы очень были впечатлены, что вы вышли на связь с гражданским обществом последние месяцы. You have political legitimacy because you were elected. The NGOs were not elected. У вас есть политическая легитимность, потому что вы избраны, а НПО не избраны. But still, it is important to associate the civil society organizations because, you know, they have experience, they have knowledge, they represent part of the population of Kyrgyzstan whose voice should in any case be heard. Но все же я хочу сказать, что они представляют гражданское общество Кыргызстана, и у них есть опыт и знания, и они хотят представить народ Кыргызстана. Поэтому я поздравляю вас за ваш диалог с ними. Можно один вопрос задать? Пожалуйста. А у вас существует МПО, неправительственная организация? НКО во Франции есть, существует? Конечно. А у них финансовые отчеты прозрачные? Вам представляет отчет, ежегодный отчет? Откуда деньги поступают, куда уходят, кому сколько зарплату выдает? Есть такое? Прозрачно? If I'm not mistaken, they don't have to present it to the parliament or to the government, but they have to make their accounts transparent. It's true, public. Они не обязаны представить это Жогорку Кенешу, но они должны... Не Жогорку Кенешу, налоговым органам, например, конечно. По финансу, конечно да. А почему у вас открыто представляют отчеты, а у нас не должен быть? Почему? Я вот этот вопрос господину Дональду, послу Америки в Кыргызстане, тоже задал, тоже не мог ответить. У них тоже прозрачно. Мы тоже хотим посмотреть, откуда поступают деньги и куда уходят. Это же не преступление. Пусть получают миллиарды долларов. Это мы только будем рады. Ну, куда уходят деньги, они должны показывать же вот. А мы их не будем гонять, не будем преследовать. Понимаем, конечно. Только закон об этом только говорится в законе. Все, больше ничего нету там. Из этого трагедию делать не стоит, наверное. Сизге Финляндия Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сойли Макалейнин Буханист айымды тааныштырууга уруксат этиңиз.
Элчи айымга эгер уруксат берсе бир суроом бар, эгерде чисто, честно жооп бере турган болсо. And if Madam Ambassador allows, I would like to ask one question. If you will answer very honestly. Уруксатпы? Do you allow me to ask? Yes, sure. Сиз айтыңызчы, сиздин өлкөдө, Финляндияда МПО, НКО деген организациялар барбы ушу биздегидей? Барбы? Can you tell me, in your country, are there organizations, non-governmental, non-commercial organizations like in our country? Yes, there are a lot of NGOs in Finland. Көп билебиз. Ошолордун жылда мындай каяктан канча акча келип атат, канча зарплата берип атат, каяка жумшап атат деген отчеттору, финансовый отчеттору прозрачныйбы же буларга таптакыр көрсөтпөйбү алар? Yes, well, in Finland, NGOs are covered by law, and as long as they are law-abiding NGOs, they have the freedom to support or to do their advocacy and work freely. Алар биздин өлкөдөгү болор мыйзамга башыйын бардык учурда алар өздөрү аткарып жаткан advocacy боюнча иштерди алып барууга укуктуу. Жок, финансовый отчетторун сурап атам. Булардыкы налоговый көрүп тура алабы? Бийлик мисалы каяктан канча акча келди, каяка кетти? Банктар аркылуу, банктардан көрүп тура алабы? Буларга көргөзөбү же бийлигине таптакыр көргөзбөйбү? Yes, well, they need to file their tax reports, and in there they have to tell where the financing comes and how they use it. Алар кайсы жактан каржы келгенин көрсөтүш керек, жана салык органдарына алар бардык нерсесин декларациялап көрсөтүп туруш керек. Бизде кабыл алынып аткан мыйзам деле ошол эле мыйзам да, башка эмне мыйзам? Биз алардын акчасын тартып алып аткан жокпуз, оозун жаап аткан жокпуз, укугун тебелеп аткан жокпуз. Болгон эле ошол прозрачность болсун деп атабыз отчетунда. Эмне айырма бар? Бул жерде мындай принцип болуп калып атат да, биздин өлкөбүздө порядок болсун, а силердин өлкөңөрдө бардак боло берсе мейли деген принципке менен кетип атпайбы? Катуу тийсе кечирим сурайм, бирок мен ушу бетке айтканды жакшы көрөм да. I think there is a principle that it's okay, it's all and good organized, good in our country, but it's okay to be chaos in another country. I apologize if I'm very direct, but I like to speak directly. Болгону эле ошол прозрачность болсун, финансовый жагын отчетун так берип турсун. Мейли миллиарддап келсе дагы бизге кайра сүйүнөбүз. Аларга акча келип турса бизге да жакшы. Жумушчу орундары камсыз болот, налогу төлөнөт, биздин мамлекетке акча кирет, биз кучак жайып тосуп алабыз. Бирок бирөөнү да чекесине чертип, бир тал чачын түшүрбөйбүз. The only point is about their transparency. We will be only glad if they are bringing a lot of money because they are creating jobs for people, they are paying taxes, and we are only glad. We don't present any threat to them except for only asking for transparency.